Айджан, здрасте еще раз. Ам, Расскажите, пожалуйста, об Академии лидерства и инноваций. Что это такое и как девочки могут туда попасть и почему это может быть для них интересно? Спасибо, Зире. Академия инноваций и лидерства — это новая школа, то есть рассчитана для детей с 1 по 11 классы. Основной фокус, он идет на то, чтобы продвигать STEM. Это аббревиатура с английского языка как то есть наука, технологии, инженерия, искусство и математика. Вот для девочек, то есть школа, она это как общеобразовательная школа и для мальчиков, и для девочек, но акцент на то, чтобы, опять же, мы продвигаем STEM образование среди девочек, что девочки тоже могут изучать робототехнику. У нас сейчас ведутся курсы с 5 лет по робототехнике, то есть чтобы девушки больше вовлекались в эти направления, то есть наука, то есть по STEM направлениям, поскольку это профессии будущего и очень востребованы. Данная школа находится в городе Ош, и сейчас мы запускаем этот проект. Вот. Ну и в будущем мы планируем для девочек, то есть продвигать разные, то есть усилять их потенциал, то есть вот по продвижению как бы женского лидерства или то есть можно сказать, как девчачьего лидерства, да, то есть чтобы девочки у нас больше были, то есть развивались, занимались саморазвитием, потому что я считаю, что особенно для развития страны, то есть очень важно, чтобы в Кыргызстане, то есть женщины, девочки были, то есть имели доступ к образованию, то есть были активны, то есть, а это все начинается с базы, с образования, то есть и когда она менее будет, если она образованная девушка, то есть женщина, она менее уязвима, то есть и у нас не будут тех проблем, которые в Кыргызстане к сожалению, то есть для женщины, которые испытывают, это домашнее насилие, да, то есть это то есть дискриминация получается, да, то есть вот и очень важно, то есть чтобы общество поддерживало девочек, то есть и мы создаем такую среду, где вне зависимости от пола, принадлежности, то есть каждый может развивать свой потенциал. И девочки в науке, то это очень, наоборот, как бы приветствуется, и мы будем всячески поддерживать это. Очень круто. И самое главное, знаете, мне кажется, это так классно, что вы делаете это в Аше. Мне кажется, это прям очень круто. Спасибо вам за это, за то, что вы это все делаете. Спасибо, Зире. У меня еще один вопрос. Сейчас, друзья, кстати, мы напоминаем вам, что вы можете скидывать нам в чат ваши вопросы, если вам что-то интересно. Нам здесь их передадут, и мы ответим на ваши вопросы. Следующий мой вопрос к вам. Какие проекты реализует Академия лидерства и какие проекты ориентируются на поддержку девушек? То есть вы уже упомянули, что действительно вообще в целом для искоренения гендерного неравенства, для искоренения какой-то дискриминации по отношению к девочкам нужно, чтобы девочки были образованными, и поэтому они станут менее уязвимыми и так далее. Но вот какие именно проекты в Академии лидерства, они вот направлены на девочек? Вообще в целом как бы это как образовательное учреждение, всестороннее развитие идет, то есть у нас очень много разных клубов по интересам, да, то есть это дебатные клубы будем продвигать, это STEM-кружки, это все, то есть творческие клубы, то есть, это идет через вот это воспитание, то есть, и опять же воспитание и мальчиков, и девочек, где они видят себя друг друга равными партнерами, то есть потому что моя мечта, то есть это создание Академии инноваций и лидерства, это некое как бы это то общество, которое я хочу видеть у нас в стране, в Кыргызстане. И для этого очень важно, чтобы в Кыргызстане, то есть что мужчины, что девушки, они, ведь модель-то такая, что мы, получается, пытаемся
развивать девочек, но и в то же время забываем учить наших сыновей, что важно поддерживать девочек, важно, получается, любить, поддерживать, то есть наших отцов, потому что я сама, у нас в семье были только девочки, то есть и у меня, я считаю, что вот все то, чего я добилась, это благодаря своему папе, потому что папа воспитывал именно, невзирая на то, что на него как бы делали акцент, что он работал на очень хороших руководящих должностях, но все его как бы говорили о том, что у него нет наследника, да, то есть там, то есть такие были проблемы. А он приходил и он говорил, то есть моя одна дочка, то есть там стоит больше 10 мальчиков, да, то есть и моя дочка это Хурманджан Датка, ты там сделаешь что-то, да, ты будущий президент, ты такая, ты сякая. То есть и вот это все время поддерживал папа, и очень важно, оказывается, для девочки, то есть чтобы она была уверена и любила себя прежде всего. То есть для этого важно, то есть научить наших мужчин, то есть когда они станут отцами, то есть поддерживали своих дочерей. То есть и вот это, то есть я вижу так, что вот через школу, то есть почему мы начали заниматься я начала заниматься образовательным проектом, потому что я до этого, я по специализации экономист, потом я закончила магистратуру в сфере госуправления в Великобритании, да, то есть я понимаю, что надо систему, то есть менять эти государственный строй, чтобы наша страна развивалась, это нужно все равно копать глубже, идти в образование. И я вижу только это человеческий капитал. И моя мечта, начав как бы с маленькой, может быть, вот той школы, да, то есть, но создать там ту среду, где мальчики и девочки будут получать те навыки, знания, понимание того, что как важно, то есть поддерживать друг друга. И нельзя, то есть там за счет другого, как бы там дискриминируя другого, как бы себя, то есть самоутверждаться, да. И вот мы хотим воспитать и мальчиков, и девочек, то есть тому, чтобы они друг друга уважали. И когда у нас идет такое общество, то есть тогда у нас будет больше, наверное, толерантное общество, больше будет развитие. Вот я возьму, например, пример Сингапура, да, то есть то, что Ли Куан Ю сделал, то есть за 30 лет, как страна, там, как Кыргызстан, имея столько конфликтов, столько проблем, получается, да, то есть они смогли вывести, он даже на уровне законодательства сделал такое, что он просто вывел закон, что мужчина не имеет права жениться на необразованной девушке. То есть как бы это уже, то есть он, получается, он понимал, опять же, чтобы нация развивалась, а я говорю сейчас нация как Кыргызстан, чтобы мы как страна развивались, мы должны вкладывать в образование. А девушки, это тоже очень важно, чтобы девушки шли в ногу со временем, то есть они развивались. И тогда у нас будет общее развитие. То есть невозможно, чтобы только мужчины имели доступ, потому что сейчас доступ к политике, доступ к ресурсам, то есть доступ это все мужчины имеют. И даже в семье. Да, поэтому женщина испытывает все эти трудности, потому что она без доступа, она уязвима. И нужно начинать как бы вот с семьи, то есть и вот это моя мечта, то есть вот как бы через школу как бы подать эти посылы, ценности научить, и потом вот эти дети через 10 лет, они будут развивать нашу страну, то есть и мы сможем тоже так же, как Сингапур, быть, может быть, Центральной Азией, да, то есть вот. Классно. То есть, значит, через ваши проекты вы не только обучаете там, например, STEM-профессиям или каким-то другим направлениям, но в первую очередь базируетесь на том, чтобы преподносить какие-то ценности, да. Это очень классно. Вот вы про образование несколько раз упомянули. Расскажите, пожалуйста, почему для вас образование стало очень важным этапом в вашей жизни? И, например, я думаю, что участницам тоже будет очень интересно узнать про Чивник, например. Как вы туда попали, как это возможно сделать? Да, конечно. То есть образование, мне кажется, образование это свобода. Да, то есть вот, и поэтому для того, чтобы мы могли быть свободными, то есть экономически, финансово, то есть ну, с любой стороны, то есть очень важна ценность образования. Поэтому это не процесс, который вот как бы мы привыкли, то есть мы получаем образование только в молодости, а потом уже не должны. Нет. То есть это человек, если хочет он менять свою жизнь, он должен получать, то есть инвестировать в себя.
И я, то есть, ну, во-первых, это, наверное, ценности, то, что родители во мне вложили, потому что родители всегда в приоритете у нас дома было образование, да, то есть вот и они всячески как бы поддерживали, то есть чтобы есть какие-то начинания в сфере образования, то есть это полезно, то есть тогда как бы они не препятствовали. И вот эта ценность, то есть у меня получается как бы со школы, да, то есть там в школе, там в университете всегда искала какие-то возможности, тренинги, будь, да, то есть, и потом уже дальше вот дальше продолжать свое образование, да, то есть и я понимала, что я закончила в кыргызскую школу в Аше, потом отучилась в Ожгу, но формально, то есть я не, даже могу сказать, не училась в университете, потому что мне было всегда скучно там просто сидеть на лекциях, да, то есть и я всегда искала какие-то другие возможности. И за счет каких-то проектов потом мы создали организацию Youth of Osh, но потом я понимаю, что мне не хватает теоретической базы, потому что я очень много работала с госструктурами и понимаю, как, чтобы менять. Ну вот что сделать, чтобы у нас была реформа, ну что сделать, чтобы у нас страна по-другому начала работать, когда мы как бы какие-то вот эти вот будут изменения. Я начала эти вопросы себе задавать и потом подумала, так, мне не хватает теории, да, то есть и я практик, вроде бы я в регионах развиваю, что-то делаю, но мне не хватает теории. Я решила, то есть через программу «Чивник», потому что нет возможности получать первоклассное образование за рубежом на Западе, это в Великобритании или в Штаты, то это очень дорогое удовольствие. То есть, и я начала искать стипендии, а сейчас очень много стипендиальных программ, и Чивник — одна из тех программ, которая дает возможность для молодых лидеров, то есть получить образование в Великобритании, то есть по любым специализациям. То есть, и я просто подготовилась к этому конкурсу и прошла через этот конкурс, и год проучилась на магистратуре университета Экзетер, один из самых таких ведущих университетов в сфере госуправления. То есть, и опять же, я получила там очень много, то есть вот и теоретической, и практической базы, да, то есть вот именно в сфере государственного управления. То есть это там доступ как бы к первоклассному образованию, это нетворкинг, когда ваши одногруппники, когда ты получаешь образование именно в топовых вузах, что хорошо, то есть это опять же нетворкинг, да, то есть вот когда твои одногруппники, вместе с ними потом ты можешь делать какие-то проекты, какие-то региональные, то есть это развивать там, так как у меня госуправление были все госслужащие, то есть кроме меня, но у меня есть контакты, допустим, там у меня одногруппник был директором офиса премьер-министра Южной Кореи, да, то есть там министром, то есть там директором агентства по IT-технологии Южной Кореи, да, то есть там сейчас там в аппарате там президента Казахстана, да, то есть там отдел. Ну, то есть это вот очень здорово, когда ты дает возможность такие как бы нетворкинг расширяет, и вместе можно делать региональный проект, обменивать, потому что для развития страны тоже важен нетворкинг, да, то есть вот и весь мир, и ты, то есть когда ты делаешь какие-то совместные проекты. Вот, и я получила вот это образование, приехала в Кыргызстан, но, к сожалению, то есть как, допустим, человек, который имеет образование в сфере государственного, как госслужащий, то есть я не смогла его пока реализовывать, потому что у нас политическая ситуация нестабильная, то есть у нас то есть свои какие-то проблемы. Поэтому я понимаю, опять же, то есть нужно делать в образовании. Я пришла к своей мечте, то есть вот это через маленький проект, да, то есть вот через создание образовательной школы, то есть вот, ну, развивать страну. Я как бы, может быть, пафосно это будет звучать, не звучало, но то есть, к сожалению, то есть очень много проблем, да, то есть мы все стремимся, каждая молодежь, она стремится уехать, к сожалению, такая, то есть потому что как бы у нас вот этой возможности не получается, но я бы хотела, чтобы у нас замечательная страна, у нас замечательные люди, и нам нужно это как бы, то есть здесь создавать эти возможности, то есть и потому что мы имеем вот эту независимость, есть люди, есть страны, то есть есть нации, народы, у которых нет независимости. Вот, и когда есть независимость, это очень... И есть мир, и есть то, что вы на карте, это тоже, это такое достижение, которое мы, когда вот внутри страны мы это то есть не осознаем, да, то есть не ценим, да. И хотелось бы, чтобы у нас, почему ставим, вот, чтобы больше было
девушек, парней, то есть в сфере науки, больше изобретателей, чтобы больше были нобелевских лауреатов, то есть среди кыргызстанцев, Классно. да, то есть и которые будут менять мир, и пусть у нас будут больше лидеров, там, политических лидеров или женщин, да, то есть и я считаю, что вот именно девушки, женщины очень важную роль играют, потому что если возьмем все страны, вот я опять как бы со своего этого, да, то есть там, где женщины активны, там Финляндию возьмем, там, я не знаю, Новую Зеландию, Германия, да, то есть вот где женщины активно участвуют в жизни, в политической, экономической, культурной жизни той нации, то есть страны, там всегда идет развитие, да, то есть Потому что женщины составляют как минимум 50% населения, и это как минимум как бы развитие на как минимум 50%. Да? Мне кажется, да, это очень логичная вещь, которую не всегда, наверное, люди осознают. У меня к вам, знаете, какой последний вопрос от меня? Вы очень много делаете проектов. Вот мы с вами тоже до записи сейчас разговаривали. И расскажите, пожалуйста, вам когда-либо приходилось переживать какие-то сложные моменты в балансировании каких-то дел, которые связаны с вашими проектами, в том числе и семейных своих дел, и каких-то других, возможно, обязанностей, которые присутствуют в вашей жизни, да, например? Расскажите о своих переживаниях и о том, как вам удается это сделать, если есть среди наших участниц девочки, которым интересно именно узнать про вот этот баланс. Да, конечно. То есть я вот могу сказать, может быть, я там обычная девочка, которая вот имела свои очень много мечты, да, то есть вот маленькая девочка. Но я вот участницам, да, обращаюсь вот того, возможно, того возраста, сейчас сидят 18 лет, 14 лет, да, то есть опять же как бы южным менталитетом, то есть южным воспитанием, где нужна гибкость, где вот семейные ценности, то есть надо как бы замуж выходить и так далее, да, то есть есть какие-то ценности. Я в 21 год, я вышла замуж, то есть я сейчас, мне 34, я понимаю, что я очень рано замуж вышла, но ну, как бы, ну, все равно, да, то есть понятие того, что наши есть ценности, которые как бы нашего общества, да, то есть это создание семьи, то есть это какие-то, то есть вот приоритизировать. И мне очень тяжело, то есть я не скажу, что я как бы там робот или супер такая супер женщина, которая везде все успевает, да, то есть нет, всегда тяжело, но это нужно, наверное, научиться навыки приоритизировать и планировать. Вот для себя я сделала, это годами, наверное, я выработала, что очень важно, оказывается, тайм-менеджмент. То есть я когда тоже в университете училась, я параллельно работала, зарабатывала себе, да, то есть вот и у нас не было телефона, там мы сами работали, я промоутером работала, потом как бы покупала себе, да, то есть, ну, как бы вот этот тайм-менеджмент очень важен. То есть это я использую закон Парето, то есть 20-80. То есть не надо создавать 80% активности и показывать 20% результата. На самом деле 20% наших действий, то есть дают нам 80% результата. То есть я для себя оцениваю, что в моей жизни важно. То есть да, это семья, да, то есть, скажем, я понимаю для них, что важно, то есть там быть, может быть, для моей семьи, чтобы было там дома там чисто прибрано, там как бы вовремя, как бы, то есть я так планирую, чтобы это все успеть, но и в то же время для себя что важно? Самореализация, если это карьера, да, то есть, скажем, то тогда я делаю, то есть я уделяю вместо того, чтобы там каждый день заниматься там дополнительно какой-то уборкой и так далее, да, то есть я вместо этого, то есть, занимаюсь саморазвитием. И потому что я понимаю, что вот эти действия дойдут мне потом 80% результата, то есть моя жизнь изменится, я смогу как бы какие-то, то есть благие устройства, то есть благоустроить свою жизнь, да, получается. И это вот навыки тайм-менеджмента, то есть навыки умения планировать. Плюс с детьми как? С детьми тоже не обязательно там с утра до вечера с ними сидеть и просто в сотку смотреть, а как бы ребенок вроде сидит с тобой, и ты вроде бы дома сидишь, но и в то же время ничего не делаешь. Не должно быть так. Для детей можно 15%, 15, допустим, качественно с ними проводить время. То есть
Вот когда даже с работы приходишь, то есть можно с детьми 15 минут или там полчаса, получается, с ними качественно вот отвлечься от всего, от работы, от всего, и с ними 30 минут посидеть, и этого действительно достаточно того, чтобы они почувствовали твою вовлеченность, твою любовь, их поддерживать, да, то есть и вот это качественное время. И тогда, мне кажется, можно как бы вот успевать Находить баланс в находить этом во всем, да? баланс во всем, да, то есть Мне это... кажется, это очень важно на самом деле не только для девочек, но и для мужчин тоже, потому что семья должна быть иногда в приоритете не только у женщин, как в основном в нашем обществе принято, но и для мужчин тоже, поэтому спасибо вам за вот эти все советы. Я думаю, они для всех будут полезны. Это был последний вопрос от меня к Айджан. У нас, оказывается, есть вопросы в чатах. Давайте посмотрим, или Айджан, сначала вы, может быть... Да, если, Да? если есть вопросы в чатах, мы можем потом, да, я хотела бы Зире, с вами тоже поговорить, то есть мы очень, я очень вдохновляюсь вами, то, что вы всегда поддерживаете девушек, да, то есть через ваше творчество и поднимаете такие актуальные вопросы, то есть по отношению как бы вот дискриминации женщин в Кыргызстане. Это очень отважно, да, то есть вот. И расскажите, пожалуйста, вот о себе, о своем творчестве, как вы, то есть, пришли к творчеству и что для вас творчество? То есть это вы через творчество, как вы совмещаете вот именно активную гражданскую позицию? Ну, знаете, для меня вообще вот активизм, он стал каким-то стилем жизни, то есть как бы для меня активизм — это очень просто, у него есть определение. Если ты видишь, что что-то ты считаешь происходит несправедливо, ты просто об этом не молчишь, ты говоришь об этом. А к творчеству я пришла, мне кажется, именно потому, что у меня, наверное, из-за того, что я долго работала в волонтерской сфере и занималась социальными проектами, у меня было какое-то желание найти для себя более какой-то, знаете, у меня был позыв сделать что-то, что кажется для меня невозможным, и что было бы для меня очень большим вызовом, и посмотреть, как я буду в этом развиваться. И я просто в какой-то момент начала писать песни, это было 2 года назад, я не знаю, что такое ноты, я не знаю никакой теории о музыке и так далее, но на сегодняшний день для меня творчество — это такая вещь, где я сама себе помогаю тем, что я высказываю вещи, которые считаю, что должны быть высказаны хотя бы перед самой собой. То есть как бы это как терапия, где ты высказываешь свои переживания, а потом это идет куда-то дальше и каким-то образом отзывается у какого-то количества других девочек, мальчиков, людей. И для меня это просто такой феномен, который, знаете, на грани магии, потому что я не понимаю, как такое возможно, что вот я пытаюсь сама себе помочь и высказаться, а потом это идет и приобретает какой-то более такой колоссальный масштаб. Для меня это очень ценно и не до конца объяснимо, если честно. Классно. То есть, и вот для девочек, да, то есть вот и какой посыл вы хотели бы дать, да, то есть вот для молодых девочек, для женщин, то есть вот те, которые сталкиваются, то есть там проблемами, может быть, ну, то есть там дискриминации, да, то есть там, к сожалению, да, то есть вот или испытывают какую-то несправедливость, да, то есть вот и как вот найти вот эту внутреннюю силу, да, то есть чтобы преодолеть это и начать как бы добиваться своей мечты. Это очень хороший вопрос. Вы знаете, мне кажется, что вот именно сейчас, какой бы я хотела видеть кыргызскую девушку или кыргызскую женщину, это, наверное, та женщина, та девушка, которая задается вопросами, очень многими вопросами, которая анализирует то, что происходит вокруг, и
если ей кажется, что что-то не так, она идет по этому позыву и пытается понять, что не так, увидеть какие-то последовательности в обществе, увидеть какие-то закономерности, которые, возможно, подавляли ее в плане личностном, подавляли ее в плане, делали ее какой-то закомплексованной или заставляли ее считать себя недостойной или заставляли некоторые вещи видеть как невозможные, да, например. И мне кажется, что сейчас самый ценный совет, который я могу дать именно на этот момент, а я очень редко даю советы, потому что у меня все время такое чувство, типа, кто я вообще такая, чтобы кому-то давать советы. Но одно я могу сказать точно. Наблюдать и задавать вопросы себе для того, чтобы пытаться найти вот тот внутренний голос, который не обоснован внешними факторами и какими-то внешними социальными позывами, но вот то, что внутри лежит, и то, что хочет кричать, и то, что хочет выйти наружу в какой-то форме. Я бы сказала вот так вот. Классно. А у нас, если есть вопросы... Да, вопросы в чате у нас, оказывается, да? есть. Кстати, да, хотим напомнить, что на самые интересные вопросы от организаторов есть очень крутые призы. Кстати, да. Так, можно я задам вопрос? Ага. Здравствуйте. Посоветуйте, как не потерять мотивацию. Сама очень амбициозна, хочу получить образование за рубежом. Всегда участвую на форумах, но родители не поддерживают, пишет нам Аима Дюшиналиева. Что бы вы сказали ей? Не потерять мотивацию, мне кажется, надо постоянно визуализировать, то есть для себя вот напоминать свою цель, то есть свою мечту, и можно это даже как бы карту как бы мечты, то есть создать, да, то есть и где-то на видном месте как бы повесить. Обязательно, если родители, то есть не дают возможность, то есть надо переговорить, то есть мне кажется, любой родитель хочет, то есть благо для своего ребенка, и надо объяснить. Возможно, почему они не хотят, чтобы вы учились за границей. Это просто потому, что они не знают, как там. Они не знают, например, может быть, они боятся за вашу безопасность, да, то есть вот и просто надо показать другой пример для родителей, может быть, там найти друзей, которые тоже за границей обучились, да, то есть и показать родителям, что в принципе можно и какие есть возможности, наоборот, того, что вы туда поехали и там отучились. То есть и нужно всегда переговаривать, то есть договариваться, как бы вести переговоры. Мотивация очень сложная, вот всегда постоянно над чем-то работать, потому что нужно отдыхать тоже, нужно вовремя расслабляться, то есть вот, но чтобы не потерять как бы саму мотивацию. И я еще считаю, что нужно находить единомышленников и окружать себя с этим единомышленником, у которых одинаковая мечта. Это тоже помогает, когда вы не один, то есть для своей мечты. У вас есть, например, человек, который тоже хочет за границу поступить, и вместе с ним как-то вот мотивация будет менее теряться, да, то есть... Полностью согласна. Единомышленники — это прям очень важно. Я, на самом деле, сделаю кое-что, за что организаторы меня, возможно, но у нас есть, как я поняла, еще 15 минут на вопросы в чатах, да? Нет, 10 минут на вопросы в чатах. Хорошо. Давайте, Аджан, тогда вы тоже зачитаете вопрос. Да. Так, простите. Ага. То есть очень много вопросов. Спасибо да. большое. Нереально. Я сейчас тоже смотрю, думаю, вау. Так, вот, Зирия, расскажите, пожалуйста, вот с какими сложностями вы сталкиваетесь в реализации ваших проектов, да? То есть творческих проектов? На самом деле в Кыргызстане, у нас в стране, творческая профессия — это уже априори целый набор сложностей, начиная от стигмы со стороны общества о том, что как бы творчество — это не работа, и как бы это что-то нечто несерьезное и так далее, да, и заканчивая тем, что в таких творческих профессиях, как музыка или киноискусство, в нашей стране в основном преобладает
мужская какая-то оптика, потому что в основном работают мужчины в этих сферах. И будучи девушкой, то есть как бы еще существует вот такой, да, слой, который предстоит преодолеть. И если честно говорить, то я знаю, что в моих творческих проектах, которые я реализую на данный момент, из-за того, что обратно-таки преобладает больше мужская оптика, я чувствую какую-то недосказанность, я чувствую, что иногда очень сложно полностью раскрыться и полностью сказать о тех вещах, о которых хотелось бы, да, например. Вот. Но я полностью присоединяюсь к тому, что вы сказали ранее о единомышленницах и единомышленниках, потому что вот за последнее время я начала все больше и больше находить и видеть вокруг себя девушек, женщин, с которыми у нас совпадают взгляды, и которые тоже занимаются музыкой. И на самом деле вот во время вот таких интерактивов у меня просто меня настигает какая-то другая совсем энергия, и ты чувствуешь полное доверие, и ты чувствуешь понимание, и ты чувствуешь, что ты можешь сказать обо всем, о чем хочется. Поэтому я бы сказала, что нужно искать единомышленников обязательно. Нужно искать человека, который хочет заниматься чем-то похожим, у которого похожие ценности, и вместе что-то творить. Потому что работа в команде — это, ну, конечно, одиноким тоже можно быть и творить много всего, но команда, мне кажется, это прям очень ценно. А вот какие у вас планы, то есть творческие? Можете поделиться? На самом деле я сейчас работаю, уже 1,5 года работаю над написанием своего альбома, полноценного альбома. Там будет очень много песен, и вот скоро, буквально через, наверное, месяц либо 1,5, возможно, даже 2 месяца, не могу назвать точную дату, но этот альбом скоро выйдет. И у меня на самом деле в планах очень много всего творческого. Я хочу продолжать заниматься музыкой, я хочу начать заниматься визуальным искусством в том числе, то есть внедряться в какую-то визуальную часть искусства. Вот. Я просто нашла для себя в творчестве нечто, где я чувствую, что вот это мое, вот это то, через что я хочу доносить какие-то посылы. Вот. Можно я теперь еще вам зачитаю вопрос? Девочки, спасибо большое. Вот прям постоянно приходят вопросы, это очень хорошо. Мы очень ценим ваш интерес. К сожалению, мы не сможем все вопросы зачитать, но сейчас мы зачитаем настолько, насколько сможем. Так. Нуржан Өмірбек қызы пишет. IT әдісін азыр университеттен оқыған жақшыбы же курстанбы дейді. Что вы скажете? Ну, смотря как бы какой университет, да, то есть вот это очень такой вопрос. Негізі айтини, мисал үшін курстар деле бар, то есть курстун этот bootcamp деп коюп, мисал үшін, да, то есть ал бир 7-8 айдында ошол курстан окуп алса болот. Анан анан эгер ошол курстар мисал үшін ал жерде кээ бир курстар бар, мисал үшін стажировкасы менен өздөрү жумуш орноштурганга жардам берет. Анан эми мисал үчүн бирок эгер ушул тармакта айти тармакта бандай профессияны тандап более эми иштейм дей турган болсо, албетте эгер азыр сиз абитуриент болсоңуз адистикти да тандаса жакшыраак болот да, то есть университеттен. Но эгер биздин Кыргызстанда окуй турган болсок, албетте тилекке каршы бизде мындай университеттер багындай сапаттуу бере албайт да, анан ошого курстарга барганга туура келет. Так. Так, Зире, вот вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о внутреннем голосе, пишет Перизат Бекбаева. Как вы ее нашли? То есть каково это слушать себя? Ох, это очень интересный и невероятно актуальный для меня сейчас вопрос, потому что мне, знаете, иногда кажется, что вот этот вот внутренний голос, как будто бы я буду искать его всегда, потому что я
не думаю, что когда-либо я чувствовала, что я вот полностью нашла полноценный свой внутренний голос. Я чувствую, что по-любому есть какие-то вещи, которые извне влияют на меня, влияют на то, какие решения я принимаю, или поселяют в меня желание соответствовать чему-либо, кому-либо, каким-либо стандартам, или же какому-либо качеству, если это можно так назвать, да. И это во всем, то есть как бы и в повседневной жизни, и в работе, и в каком-то продвижении карьерном и так далее. Но я поняла для себя, что есть у меня те песни, которые намного больше близки к моему внутреннему голосу, нежели другие. Есть песни, которые я чувствую, что я написала, потому что я хотела соответствовать, потому что я пыталась найти какое-то качество. И вот эти песни, которые я чувствую, что более близки к моему внутреннему голосу, мне их намного приятнее вспоминать, намного приятнее слушать. И я чувствую, что, наверное, вот это вот желание следовать внутреннему голосу у меня складывается именно потому, что вот через это я чувствую, что я больше раскрываюсь и больше высказываю те вещи, которые я хочу высказать. Но я знаю точно, вот теперь я могу точно сказать, что внутренний голос я буду по ходу искать вечно и никогда не буду полностью его находить, но никогда не перестану его искать, потому что это нереально интересно пытаться все время возвращаться к себе, к своим каким-то внутренним позывам. Это невероятно интересный для меня путь. И если, девчонки, вы выберете такой путь, то ответ, что до конца себя найти, к сожалению, невозможно. А может даже и к счастью, потому что дело всегда в пути, дело в опыте и дело в том, что тебя ждет, какие приключения, знакомства и челленджи тебя ждут на пути к этому всему. Да, согласитесь? Да, согласна с вами, да, на самом Можно деле. я теперь вам задам вопрос? Нам организаторы говорят, ребят, что уже нам скоро надо будет закругляться. Так. Аджан, скажите, пожалуйста, кандай ойлойсуздар? Негизи балдар менен кыздар чогуу окуган жакшыбы же чогуу окубаган жакшыбы? Дейт Айгерим Бугубаева кызыбыз. Кандай деп ойлойсуз? Негизи менин оюмча, эгер бул то есть мектептерде айта турган болсок, балдар менен кыздар чогуу окуган жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде ал жерде ошол бири бири менен баягы мамиле түзүүнү, то есть биз бул кандай ошол биргеликте командада иштөө, то есть ошондой эле бири бирине мамиле түзүүнү. Себеби мисалы эгер кыздар өзүнчө окуп калса, алар кийин баягы балдар менен мамиле түзгөнүн да билбей калат, же болбосо наоборот, то есть балдар бөлөкчө окуп калса. Ошондуктан чогуу окуганда бул ошол окуу процессинде деле ошол бири бирине баягындай туура мамиле түзүү, ошонун баардыгын үйрөнүп кетет да. Анан ар кандай азыркы учурда бул эмне болуп атат? Азыркы учурда заман талабы бул баягы командада иштөөнү билүү деген, да, то есть кандай гана команда болбосун, кандай ошол сапаттар болуш керек да. Анан бир гана кыздар менен комфортно болуп же балдар менен комфортно болуп, кыздарга туура мамиле жасалбайт болбош керек. Себеби келечекте мүмкүн алар бир чоң компанияда иштешет да, мисалы үчүн ошол эле Facebookка окшогон, да, то есть там бирөөсү президент болсо, бирөөсү дагы то есть как команда. Анан ошол командада дагы кыздар дагы, аялдар да болот, эркектер да болот. Ошондо мектептеги баягы чогуу окуганда үйрөнүү, мен ойлойм ошол пайда келет депчи. Мен да сизге толугу менен кошулам. Изоляция кылып коюу бул туура эмес го дейм. Биргеликте иштеп, биргеликте конфликттер болсо дагы, конфликттер жаралса дагы баары бир биргеликте иштегенге аракет кылуу керек. Анткени дүйнө ушундай да, биз мектепте изоляция кылып койсок, көчөдө чыкканда баары бирге эле. Чоң рахмат. Бизге, я перешла на кыргызский. Наш блог уже заканчивается. Дорогие друзья, спасибо большое, что вы участвуете. Спасибо большое, что вы очень активно задавали нам вопросы. Да, Джан, очень интересные были вопросы в чате. Вот. Мы желаем вам всего самого наилучшего, того, что вы желаете для себя самих. И удачи.
Да, удачи, да. Спасибо, Зере, за беседу. И, дорогие участницы, хочется сказать, чтобы никогда не переставайте верить в себя, то есть всегда мечтайте строить, то есть идите к своим целям. То есть, да, мы понимаем, что в нашей стране сложно, есть очень много проблем, есть очень много, как бы, вы сталкиваетесь, возможно, как бы в жизни какой-то ситуации, то есть вы ищите, то есть те ресурсы, которые вам дают, может быть, там, смотрите, то есть как другие люди, то есть преодолевали все эти сложности, да, то есть поэтому не сдавайтесь на пути достижения своей мечты. Вот. И мы желаем, чтобы наши девочки в Кыргызстане, они все были самодостаточными, чтобы они были самореализованы, и какие ваши цели не были бы в жизни, все, чтобы вы их достигали. И это классно, что есть такие проекты, такие сообщества, да, то есть вот через которых мы можем построить некое, то есть сообщество девушек, женщин и поддерживать друг друга. Спасибо большое. Спасибо. До До свидания. свидания. Пока.